Всем привет! Ну что, пора, время шить маски. Вот у нас есть набор для шитья маска медицинская. В составе набора материал Мельт Блаун, который обладает супер качествами для фильтрации, повышенных фильтрирующих барьерных свойств, не пропускает влагу, пропускает воздух. Такой наборчик есть, то есть надо что, просто взять, сшить его. В составе нетканый материал Spun-Bond 14 штучек, нетканый материал Melt Blown 7 штук, по количеству масок. Вот этот набор идет на 7 комплектов. И шнур эластичный 7 штук. Инструкция. Так, открываем. О, как все тяжело. Открыли. Вот так вот он открывается. Тоже все герметично. Смотрите, как заделано. Так, вот. И смотрим, что здесь внутри у нас. Да, вот так вот находится инструкция с описанием, как надо шить. Видно, да? Так. Технологическая последовательность пошива маски гигиенической. Кому надо, прочитает. И вот в конечном итоге у нас вот такой результат получается. Маска такая вот. И резиночка. Такая вот резиночка, видно, да? Так, здесь 7 штучек должно быть. Угу. Тоненькая какая-то, ну ладно. Как такая есть, да? Вот это вот такой материал, да? То сколько у нас? И такой вот материал. Все, начинаем пошив. Для этого у нас есть вот такая вот машинка. Ой, с той стороны. Вот так вот. Такая машинка, она шьет. Значит, ну как бы компактная. Можно, ну, какие-то элементарные вещи на ней делать. Единственное, что у нас сейчас вот такие нитки заправлены. Черные. И в челноке такие же нитки. А нам надо их поменять на белые. Сейчас сделаем замену. Так, ну что, мы шьем, короче, разобрались с этой инструкцией, сложили 3 слоя, значит, вот каким образом. Цветной слой, посередке у нас вот белый слой и опять цветной слой. 3 слоя, с одной стороны я уже вот здесь вот, смотрите, прострочил, да, ну сейчас вот для надежности еще раз пройду. Еще раз пройду и еще раз прошью. Подогнули, кстати, да, на 1 сантиметр, вот здесь видно, да? Так, шить это целое дело, оказывается. Я первый раз в жизни шью, поэтому, ну, так, у меня там педаль есть, я на нее нажимаю, он начинает шить. Все, супер. Ну вот смотрите, я, значит, ее 2 раза даже прострочил. Ну, немножко криво, но я надеюсь, это только лучше будет, да, как бы. Вот так вот. Теперь я здесь эти нитки обрезаю. Такие ножницы, надо быстрее ножницы. Вот такой вот у меня получился. Теперь с другой стороны я должен опять на 1 сантиметр так вот подогнуть. На 1 сантиметр подогнуть. И вот прострочить вот здесь вот. Так, с другой стороны. Стоп. Поправим, немножко съехало.
Так, вот. Нажал не вовремя. Целое дело. Первый раз, когда шьешь, с непривычки очень сложно. Так, давай. Потихоньку. Так, все. Теперь разворачиваем. Ну, более-менее ровный шов. Более-менее ровный шов. Теперь в другую сторону надо мне. Ее. Так. Прострочить, да? Как это называется, если правильно? Так. Опа. Поднимаю. Тем мы здесь обрезаем. Оп. Вот что у нас получилось. Смотрите. Ну, немножко кривовато, но зато прочно. Две строчки получилось у нас. Так, теперь вот эти боковинки нам надо тоже также согнуть. Так, согнул. С другой стороны. И мы пошли. Хорошо, вот здесь вот можно запас приличный сделать. Теперь дальше. Красиво, аккуратненько, ровненько. Все. Поднимаем лапку. Вытягиваем. И обрезаем здесь нитки. Так, с этой стороны тоже надо обрезать нам нитки. Так вот. Ну, потом можно будет на конечном все это ровнее сделать. Так, обрезать. Теперь с этой стороны мы вот так же должны подогнуть. И опять здесь прострочить. Поехали. Так. Теперь поднимаем лапку, поворачиваем. Опускаем. И в другую сторону. Растрачиваем. Ровненько, аккуратно. Не торопимся никуда. Все. Сделали. Поднимаем лапку. И обрезаем. Опа. Что у нас в результате? Вот с этой стороны прострочить двойными, видите, я для надежности, чтобы супер прочность была. И вот такая вот у нас получилась масочка, да, но не готовая. Теперь мы к ней будем пришивать вот эти резинки. Вот эти резинки будем пришивать. Таким вот образом. Надо будет вот померить по ушам вообще, да, я думаю, померить, чтобы не сильно не тянуло и в то же время не висело. И вот мы пришьем. Ну, короче, я взял обычную нитку с иголкой и пришиваю. Здесь вот таким вот образом ее, эту резинку. На кончике я сделал там узелок резинки, чтобы она была, ну, прочнее там держалась за счет узелка. И начинаю прошивать резиночку. Несколько петелек надо сделать. Как вы пуговицу прошиваете, типа того, чтобы она у вас не выдернулась со временем. Вообще, если, конечно, наладить, не наладить, а постоянно такие маски шить себе, да, можно руку набить и довольно все это быстро делать. Это, конечно, первый раз вот таким образом у меня получается, довольно-таки приходится много труда прикладывать, но ничего страшного. Зато вот время в карантине, пока мы сидим, вот эти выходные дни, мы не просто проводим, а с пользой шьем маски. Ну и с другой стороны. Тут я отмерил резиночку, обрезал ее сколько надо, и теперь я с другой стороны ее пришиваю аккуратненько.
Аккуратненько пришиваю, несколько сделаю стежков, чтобы она не вырвалась. Вот ткань довольно-таки, если так сказать, она довольно такая прочная. И то, что она там сразу порвется, этого не получится. То есть специальная такая ткань, как раз для масок. Вот таким вот образом, несколько стежков. Так, и сюда делаю. Теперь делаю здесь узелок. Лишние нитки я обрежу. Хоп. Обрезаем. Так, вот что у нас получилось. Вот такая вот резиночка, пришитая как на у нас инструкции. Теперь я должен со второй стороны пришить вторую резинку аналогично. Ну все, пришил и эти для ушей резиночки, но вот примерил немного, и она, короче, неправильно сидит. Сбоку образуются щели, и придется, видать, вот по примеру, как вот я готовую маску достал, вот по примеру вот этой маски делать вот такие вот жабры, складки на этой также. Прошиваем, короче, складочки вот эти вот. Вот. Все отлично. Прошил. Пришил. Вот такие вот складочки сделал. Теперь надо их с этой же стороны сделать. Теперь складываем с этой стороны. Складочки вот такие вот. И в машинке начинаем прошивать. Так, поехали. Так, теперь лапку поднимаем, разворачиваем. Ну тут, конечно, много лишней работы, но чтобы маска получилась надежная, приходится вот таким вот образом мучиться. Так, вот так вот мы все прошили. Ну вот это, которую мы маску сшили, да? А это вот маска заводская, готовая. Единственное отличие, да, как вы можете, они очень похожи, да, то, что не хватает вот такой вот здесь проволочки. Сейчас мы ее, кстати, вставим сюда. Ну вот такая вот стальная, ну металлическая, что там внутри металл какой-то, белый вот видно. Такая вот проволочка. Мы ее сейчас сюда вставим, чтобы она у нас на переносице фиксировалась. Ну что, проволочку я сюда вставил. Вот у нас так получилось, да, можно ее под профиль носа изгибать. И вот конечный результат маски. Вот такая, да. А вот это вот у нас заводская, ну, промышленная маска. Вот такая вот. Вот такая вот, да. Ну, практически то же самое. Ну, вот такая маска. Конечный итог. Так она выглядит. Все как надо. Вот вокруг носа, видите, да? Специально там, значит, воздух не просачивается. Поэтому для первого раза это вроде нормально, да? Убил я где-то часа 2 на нее. Научился пользоваться швейной машинкой зато. Но это здорово.